Здравствуйте, на телеканале ВСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И вначале коротко о главном. Из Уфы в столицу Абхазии планируют запустить еженедельные авиарейсы. Мы первые получили предложение от Республики Абхазия начать эту работу. О чем еще говорили в ходе визита делегации из дружественного государства? Новые возможности будут для предпринимательства, для бизнес-сообщества, событийные мероприятия. Комфорт для жителей и тех, кто заселился на новые площадки. Здесь возводится насосная станция и резервуар чистой воды. В Уфе и на прилегающей территории завершают масштабный инфраструктурный проект по организации водоснабжения. Какие возможности это открывает? Обеспечит надежность систем водоснабжения, водоотведения и повысит качество услуг для наших жителей. В ожидании паводка. Согласно прогнозам, ожидается ранний паводок. Экстренные службы готовятся к не самой спокойной обстановке в период половодья. Расскажем о мерах, которые предпринимают специалисты. Мы на всей территории республики проводим учения, смотрим готовность. Дважды обманул смерть и вернулся в строй. После тяжелого ранения боец вновь защищает свою волчью стаю, сбивая вражеские беспилотники над головами. Из зоны спецоперации расскажем историю башкирского воина, который спас 15 человек. Также покажем, как в республике создают условия для реабилитации военнослужащих. В мае из Уфы в Сухум планируют запустить еженедельные авиарейсы, а в Межвузовском кампусе открыли Российско-Абхазский культурный центр. На неделе башкирскую столицу посетила делегация из дружественного государства с премьер-министром правительства Владимиром Делбой. Глава Башкортостана обсудил с партнерами перспективы взаимоотношений между республикой и зарубежным государством. Управленческой команде Ради Хабирову удается не только сохранить выстроенные годами сотрудничество, но и укрепить связи новыми проектами. Как отмечают федеральные эксперты, это особенно важно в условиях глобальной турбулентности. Что связывает Башкортостан и солнечную Абхазию, расскажет Даниил Байков. Сухум – один из древнейших городов Европы, излюбленное место отдыха для россиян и жителей Башкортостана. Но вот раньше добраться до абхазской столицы можно было только наземным транспортом, пересадкой через Сочи. С мая появится еще одна возможность. Из Уфы до Сухума можно будет напрямую попасть на самолете. Рейсы планируют сделать пока сезонными до осени. Об этом на встрече с премьер-министром правительства Абхазии Владимиром Делбой говорил глава Башкортостана. Сотрудничество с Республикой Абхазия для нашей республики имеет особенное значение. Видим, что появляется и формируется туристическая инфраструктура, хорошие дороги, хороший придорожный сервис, появляются кафешки. Очень здорово на самом деле. Поэтому предлагаю сегодня в том числе подумать о том, как сделать доступной Абхазию для наших туристов. Конечно, очень важно в этой связи это организация авиарейса. Мы первыми, и, по-моему, даже мы первые получили предложение от Республики Абхазия начать эту работу. За прошлый год товарооборот между Башкортостаном и Абхазией вырос на 20%. Партнеры заинтересованы в поставке продуктов нефтехимии и в укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства. Воздушный мост между Уфой и Сухумом – это и новые экономические возможности, уверен глава Кабмина Абхазии. Новые возможности будут для предпринимательства, для бизнес-сообщества, событийные мероприятия наверняка будут иметь место. То есть здесь преимуществ очень много. Недостатков в таких решениях не бывает. Мы очень рады и признательны руководителям Башкирии за такие решения. Новый импульс в международных отношениях придает и Российско-Абхазский культурный центр, который открыли в Уфимском межвузовском кампусе. Там можно узнать, как в 20-е годы прошлого века из Кавказской республики в Башкортостан поставляли продовольствие во время голода. А в период Великой Отечественной башкирские воины по
поправляли здоровье в санаториях у Черноморского побережья. В центре созданы все условия, чтобы поближе познакомиться с частичкой Абхазии, в том числе почитать художественные произведения Фазиля Искандера, краткую энциклопедию государства, но и просто посмотреть фильмы. В учреждении будут не только проводить лекции и занятия, но и делать все, чтобы абхазские студенты сохраняли свою идентичность и не забывали родной язык. Плотное культурное, научное и образовательное взаимодействие формируется в стенах высших школ, уверены эксперты. Действительно придаст импульс развитию культурных, научных обменов между республиками и станет таким вот флагманским проектом во взаимодействии двух республик. Многие жители Абхазии учились в вузах Уфы, ныне трудятся и работают с дипломами из башкирского региона. Наш университет, будучи Башкирским государственным университетом, в 2009 году подписал соглашение с Абхазским государственным университетом. Ведется сотрудничество в части обменных программ и уверен, что взаимодействие в рамках этого центра, взаимодействие в рамках русского дома в Сухуми и позволит привлекать талантливых абитуриентов с Абхазии. Стратегическое сотрудничество развивается уже 32 года. После войны с Грузией в Абхазию на помощь регулярно ездили башкирские врачи. Лечили граждан, обменивались опытом. В честь крепкой дружбы народов в Уфе установили точную копию Сухумской колоннады возле реки Белой. А вот площадку, где расположен оригинал, набережную Диоскуров в Сухуме, сейчас реконструируют. В преображении пространства помогает Башкортостан. Мы ее деятельно контролируем, смотрим, постараемся, конечно, к началу туристического сезона ее сделать. Объем работы достаточно серьезный, большой, но мы считаем, что это большая честь для нас, что вот так вот те наши предыдущие поколения, которые завели такой принцип взаимовыручки, поддержки, вот мы его сейчас реализуем. Республика активно встраивается в новую карту внешнеэкономических связей, уверены эксперты канала «Госсовет 2.0». С одним из ключевых партнеров, Узбекистаном, реализуются совместные проекты индустриального парка, гостиничного комплекса и животноводческого хозяйства. Еще одну территорию для промышленного развития Башкортостан строит в Душанбе в рамках российско-таджикистанских договоренностей. Интеграция в дружественные рынки идет через аграрную кооперацию и гуманитарные связи. Недаром по итогам прошлого месяца Ради Хабиров занял первое место в индексе плотности международных контактов среди глав российских регионов. Таким образом, в этом отношении Башкортостан и руководство республики со своей стороны являются вот таким ключевым звеном в условиях, когда мир погружен где-то в конфликты, где-то в недопонимание, где-то в экономические разного рода противостояния. Вот в таких условиях сохранять и, более того, наращивать интенсивность отношений с другими государствами, это невероятно ценно. Что касается абхазского направления, до 2030 года у сторон большие планы. Власти намерены развивать инициативы в сфере креативных индустрий и туризма, создавать рабочие места, организовывать театральные гастроли, туры и археологические экспедиции. Благодаря такой дипломатической активности представители России и Башкортостана не только сохраняют выстроенные годами отношения, но и укрепляют их новыми проектами в условиях глобальной турбулентности. Даниил Байков, Артур Ханов, Булат Садриев, Родион Матвеев. Итоги недели. В Уфе и Уфимском районе близится к завершению масштабный проект «Забелье-2». Он закольцует город, а главное, повысит надежность работы коммунальных сетей. Комфортнее станет и тем, кто уже проживает на этих территориях, и тем, кто заселится. В общей сложности инфраструктуры будут обеспечены более 9 миллионов квадратных метров жилья. О том, какие работы ведутся сейчас и когда можно будет говорить о готовности объектов, расскажет Динара Таймасханова. Эти кадры с высоты птичьего полета открывают вид на огромную территорию за рекой Белой. В ближайшие несколько лет на площади почти 3000 гектаров вырастет небольшой город. Чтобы обеспечить комфортом более 100 тысяч семей, республика привлекла свыше 8 миллиардов рублей из средств инфраструктурных облигаций. И сегодня главная задача – проложить под этой землей кровеносную систему. В данный проект входит строительство линейных объектов, таких как водоснабжение, водоотведение,
строительство канализационной насосной станции, производительность 60 тысяч кубических метров, строительство 2 резервуаров РЧВ чистой воды, строительство насосной станции 2-го подъема и строительство станции гипохлорида. Оператором проекта выступает республиканская коммунальная компания. Работы идут по графику. Строительная готовность 5 ключевых объектов достигла 75%. Башкортостан находится в так называемой зеленой зоне, что означает высокое доверие и одобрение со стороны федеральных властей. Из Уфимии, из Забеля надо постоянно держать. Так, там деньги-то большие, чтобы мы с вами все сделали, как говорится. И я говорил, что если уж там строить кто-то собирается, то пусть вот берут, как положено, мастер-план, посмотреть, что, как, сразу, чтобы и производственные объекты строили, и социалку строили. Они так сейчас начнут скакать везде, где попал. Потому что действительно эти большие деньги, которые пришли, они действительно инфраструктуру открывают. И Уфа будет перспектива развиваться за пределы. Для города этот проект не просто про подключение новостроек. Коммуникации микрорайонов Демы и Затон соединятся, создав единое кольцо водоснабжения Уфы. Это повысит надежность всей системы. Даже в случае аварии на одном из участков вода будет поступать потребителям в обход по резервной линии. В итоге плюсы есть не только для жителей новых микрорайонов, но и существующих населенных пунктов. На сегодняшний день Затон у нас запитан от одного водопровода. Мы еще дополнительно тянем 2 водопровода. То есть, если какой-то выходит из строя, соответственно, переключаемся на другой и избегаем плачевной ситуации для населения. Вот. По водоотведению также у нас идет 1 коллектор со стороны Демы. Мы строим 2 коллектора. Водопровод от улицы Интернациональной через реку Белая до жилого района Затона и деревни Витошниково уже проложен. Параллельно строится канализационный коллектор, который соединит Дему с новой насосной станцией Затон-Восточный. Это строительная площадка в поселке Михайловка. Здесь возводится насосная станция и резервуар чистой воды, который будет использоваться при аварийных ситуациях, например, во время пожаров, а также для поднятия давления до нормативов на отдаленных территориях. Строительство близится к завершению. Сейчас основные силы брошены на завершающий этап у села Михайловка. Работы идут одновременно на нескольких участках. Во 2-м квартале планируется сдача объектов водоснабжения, в 3-м квартале водоотведения. То есть проект мы полностью закрываем по итогам. Мы надеемся, к 1 октябрю полностью проект будет закрыт. Мы отчитаемся в правительстве Российской Федерации о выполнении всех целевых показателей. И, конечно же, это обеспечит надежность систем водоснабжения и водоотведения и повысит качество услуг для наших жителей. С новостройками здесь заработают школы, детские сады и поликлиники, объекты, для которых инфраструктура принципиально важна. Для территории Забелья должен начаться новый отсчет. Ну а власти тем временем переключатся на развитие противоположной территории – участка за рекой Уфа, где также предстоит масштабное коммунальное строительство. Динара Таймасханова, Шамиль Каримов, Ренат Кашапов. Итоги недели. Спас 15 человек и вернулся в строй после тяжелого ранения. Уроженец Бурзянского района проявил мужество и героизм в зоне СВО. Боец с позывным «Шаг» служит в разведывательно-штурмовой бригаде «Волки», принимал участие в освобождении крупных населенных пунктов ДНР и ЛНР. Земляком за ленточкой встретился наш военный корреспондент Азат Садриев. Боевой путь Шаха начался с Краснолиманского направления в ЛНР после частичной мобилизации. На СВО попал вместе с родным братом, поэтому первые годы службы давались проще. Плечом к плечу прошли сотни километров фронтовых дорог. Мы с братом попали в 22 году на мобилизацию. Прошли Казань, полигон, потом Миллерово, потом зашли на Кременной, там на обороне стояли. Брат работал, служил поваром, а я на передке пулеметчиком работал. Пока братья защищали родину, дома случилась беда. Умер их отец. После похорон оба вернулись на фронт и продолжили службу в составе разведывательно-штурмовой бригады «Волки» добровольческого корпуса южной группировки войск. Во время выполнения боевой задачи в окрестностях Солидара Шах навечно вписал свое имя в историю подразделения, но потерял родного брата, который умер на его руках. Штурмовали, после штурма начали вытаскивать 300-х, 200-х. Я тогда один вытащил
больше 15 человек. Под обстрелы минометов и дронов. Ну, мы шли, когда вытаскивать 200-го одного пацана. Когда брата смертельно поранило. Брат погиб на руках, ничего не мог сделать. Пару раз вздохнул и на руках умер брат. В том бою Шах и сам получил ранение, из-за которого не смог поехать на похороны брата. Встав на ноги, вернулся в строй и снова попал на то же направление. Во время очередного штурма боец вновь взглянул в глаза смерти, когда их блиндаж атаковали дроны «Камикадзе» и «Баба-Яга». Потом смотрю, у меня торчит этот осколок, большой осколок, прямо под сердцем. Я ее выдернул пальцами, обжег пальцы, у меня осколок упал вниз под броник. Друг Шарап, Царство Небесное, его сейчас живых нету. Вот он успел меня забинтовать, успел, слава Богу. И потом опять Баба-Яга начала работать, и маленькие дроны. И они мне говорят, давай выйдем отсюда, сейчас они всех нас накроют здесь. Закопает. Я им сказал, не могу выйти, я там, тут останусь, вы выйдете, скажите другим, что меня потом вытаскивали. 8 дней раненый Шах пролежал в блиндаже. Покинуть укрытие мешали вражеские дроны, которые постоянно кружили в небе. Выбора не осталось, когда один из них все же обнаружил штурмовика. В результате атаки загорелись боеприпасы. И едва Шах выполз на улицу, произошел мощный взрыв. Ползком по минным полям боец направился в сторону своих, до которых добрался лишь через 2 дня. Его обнаружили сослуживцы и эвакуировали в госпиталь. После выздоровления уроженца Бурзянского района назначили зенитчиком подразделения. С беспилотниками у него особые счеты. Да, в войне не верил в Бога. Вот сейчас все время молюсь, молитвы читаю. Как будто меня Бог бережет. И отец бережет, и брат бережет. Как будто вот такое чувство у меня такое. Присматривать сверху? Да, присматривать сверху. Силами дают, как будто. Шах тоже видит своего отца и родного брата каждый раз, когда устремляет свой взор в небо, глядя в прицел зенитной установки. После тяжелого ранения боец вновь защищает свою волчью стаю, сбивая вражеские беспилотники над головами боевых братьев и мирного населения Донбасса. Азат Садреев, Айнур Хабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Луганская Народная Республика. В республике зафиксирован рост очередности на стационарное социальное обслуживание. За последние годы количество нуждающихся увеличилось в 2,5 раза. Особенно острая нехватка мест ощущается в интернатах для маломобильных граждан. Как в Башкортостане решают этот вопрос и какую помощь оказывают в том числе ветеранам СВО, узнала Анна Морозова. Пускарный орнамент. Это лента башкирская. Пока остальные придумывают яркие и красивые наряды для матрешек, Нина Бабкова увлеченно разукрашивает узоры. Особенности башкирского национального искусства женщина изучает на уроках рисования, которые посещает с первых дней пребывания в Республиканском геронтологическом центре Именлек. 2-3 раза в неделю. Нас приглашают, показывают все красивое. И нам хочется рисовать. А вот Вера Мясникова в качестве приятного досуга предпочитает разгадывание кроссвордов, чтение и задушевные беседы с сестрой Александрой. Именно с ней женщина вот уже 4 года проживает в центре. В Уфу они приехали из Мариуполя. После этих военных действий оказались здесь после эвакуации. Нас, спасибо, Башкортостан приютил. Нам нравится в Уфе. Мы не планируем туда, нам некуда туда ехать. И мы поэтому здесь планируем уже доживать свою жизнь. И жить при этом по-настоящему полноценно. Сегодня Именлек насчитывает более 300 подопечных. Здесь доступен постоянный уход, медико-социальное обслуживание и простое человеческое общение. Очень развита социально-культурная досуговая деятельность. Мы участвуем во многих мероприятиях, во многих спортивных, музыкальных, творческих мероприятиях. Ведь каждый человек, вне зависимости от возраста, от заболевания, нуждается не только в уходе, но и в каком-то общении, в социализации, то есть чем мы тоже им помогаем. Многие наши проживающие открывают в себе какие-то новые таланты.
История центра началась в сентябре 1991 года. Именно тогда возвели первый корпус. В 2008 второй, а затем уже и третий в рамках национального проекта «Демография». Открытие нового здания состоялось в апреле прошлого года. Оно оснащено всем необходимым оборудованием. Здесь имеются кабинеты физио, электро, магнитотерапии, массажные кабинеты и другие. Рассчитан корпус на 50 человек, и с недавнего времени здесь проживают еще и ветераны специальной военной операции. Данил Кувандыков на службу отправился в 2024 году по контракту, был штурмовиком. В результате очередной вооруженной схватки мужчина лишился обеих ног и пальцев рук. Тогда, вспоминает он, из 60 бойцов выжили только 4. После тяжелых ранений Данил долгое время проходил лечение в госпиталях, был направлен в центр протезирования, а затем и в Именлек. У нас из Еларского района пенсионный фонд и фонд защитников Отечества предложили мне, я согласился. Почему бы и нет, хотя бы поотдохнуть. На что им большое спасибо, конечно, я благодарен. Все документы собирали, в военкомат отправляли, потому что мне на протезах пока еще тяжеловато. Сегодня в геронтологическом центре для участников СВО предусмотрено 14 мест. Комплексная реабилитация бойцов спецоперации – одна из важнейших задач в республике. Совместно с партнерами Социальный фонд «Защитники Отечества» возвращает бойцов к жизни, обеспечивая их необходимым оборудованием и помогая с трудоустройством. Ярким примером стала история Вадима Емельянова. Вадим Емельянов из Учелов поступил к нам на сопровождение в паллиативном статусе. Мы оказали содействие в медицинской реабилитации и психологической реабилитации. Сейчас он передвигается на кресле, который получил от Госфонда «Защитники Отечества». Это изделие с повышенной проходимостью. Он первым из всех ветеранов получил автомобиль с ручным управлением. Сейчас Вадим работает из дома, консультирует по вопросам компьютерной грамотности. Рассчитывать на помощь могут и родственники бойцов СВО. К примеру, вне очереди получить стационарное социальное обслуживание. Также право на это имеют ветераны боевых действий, дети войны и одиноко проживающие граждане. Как отмечают эксперты, численность категорий увеличивается, а вместе с тем растет и число нуждающихся. На сегодня это 464 человека. Особенно острая нехватка мест ощущается в интернатах для маломобильных граждан. Решить проблему планируется к 2028 году благодаря дорожной карте. У нас идут государственные частные партнерства, пансионаты. Скоро у нас будет открытие еще одного пансионата государственного частного партнерства. Далее мы сейчас планируем переформатировать, к примеру, детские приюты, филиалы психоневрологических интернатов. Также мы социализируем людей, которые у нас находятся внутри учреждений. Также для граждан, нуждающихся в соцобслуживании, ищут семьи. Только в прошлом году кровных родственников обрели более 70 человек, а вот свыше 10 теперь проживают в приемных семьях. Кроме того, в республике практикуется система долговременного ухода на дому. Ведь, как отмечают и сами эксперты, здесь и стены лечат. Анна Морозова и Шамиль Каримов. Итоги недели. На неделе было сразу несколько кадровых назначений. Пожалуй, одно из самых неожиданных. Министерство культуры возглавит теперь уже бывший глава Татышлинского района Фанур Шейхисламов. Об этом во время заседания райсовета объявил лично Ради Хабиров, который на следующий день присутствовал на выборах главы Стерлитамакского района. Там депутаты единогласно поддержали кандидатуру Риты Самигуллиной. Она остается на новый срок. Мой коллега Руслан Батыргариев более подробно расскажет об управленцах и их послужном списке. Я хорошо понимаю, что смена руководителя главы администрации района – это всегда большой стресс, как для управленческой команды и, конечно, для населения района. А смена такого руководителя, как Фанур Рафисович, я думаю, что вдвойне стресс большой, потому что за 5 с лишним лет работы Фанур Рафисович, мы видим, показал себя как очень грамотный современный управленец. Фанур Шейхисламов возглавлял Татышлинский район с ноября 2020 года. Выпускник Башгосуниверситета с дипломом юриста успел поработать на разных должностях в региональных органах власти, администрации главы республики, а также в Минтруда в качестве заместителя министра. За 5 лет на посту руководителя муниципалитета чиновник завоевал авторитет не только у коллег, но в первую очередь у простых жителей. Мы его сначала зауважали, потом мы его полюбили, потом мы его очень сильно полюбили за его принципиальность, за его честность,
за его отношение к работе и, самое главное, за отношение к населению. Он нашел общий язык как с командой, так и с людьми Татышлинского района. Он, во-первых, грамотный, очень знающий дело, хороший хозяйственник. Все эти положительные черты и опыт теперь придется применить на новом месте работы в качестве министра культуры республики. Мы долго думали, мы понимаем, что Министерству культуры сейчас нужен даже не столько творческий человек, а сколько человек с серьезными организаторскими административными качествами. Желательно юрист, потому что как раз хромает юридическая работа. Полагаю, что эту задачу Фанер Рафисович с честью выполнит. Судя по теплой реакции зала, Фанур Шейх-Исламов пользуется большим авторитетом. В своем выступлении уже бывший глава района весьма эмоционально поблагодарил команду за работу. Мы все эти 5 лет шли как большая дружная семья. Не так часто бывает, когда весь зал плачет сеет. Это значит, мы сделали очень хорошее дело. И я сделал хорошее дело, вам представил такого замечательного руководителя. И вы вместе с ним отработали. Пусть это будут слезы, знаете, не печали, а слезы того, что вы пожелаете Фануру Рафисовичу успехов. Доверие и любовь населения не это ли показатель эффективности? Работа у руля муниципалитета – хороший опыт, говорят эксперты. Обмен кадрами между разными уровнями власти в республике давно вошел в управленческую практику региона. И здесь мы нередко наблюдаем ситуацию, когда с регионального уровня или с частного сектора кадры направляются сперва на муниципальную службу для того, чтобы пройти такой полигон подготовки. Это и самый близкий уровень при взаимодействии коммуникации с населением и отличная возможность получить опыт именно публичной политики. Ну и во-вторых, это очень сильная хозяйственная подготовка. Исполнять обязанности руководителя Татышлинского района будет первый заместитель главы администрации Ринат Макзумов. А вот в Стерлитамакском районе кадровых перестановок не произошло. На этой неделе там тоже состоялось заседание райсовета с участием главы республики. Основной вопрос на повестке – продолжит ли управлять районом Рита Самигуллина. Единогласным решением ее кандидатуру переизбрали на новый срок. Уезжаю в Уфу с таким спокойным сердцем, потому что, наконец, я вот самое главное хочу сказать, в Стерлитамакском районе у меня лично появился партнер, новая управленческая команда, новая старая, новая управленческая команда во главе с новым руководителем, которым можно действительно совершать хорошие дела, и можно двигать и эффективно работать. На должности главы района Рита Самигуллина с 2024-го в послужном списке 2 высших образования – биолога и юриста. Прошла путь от воспитателя в детском саду до преподавателя, а затем и директора многопрофильного колледжа в Мелеузе. Переизбрание на должность главы муниципалитета – итог закономерный. В Стерлитамакском районе за последние 2 года наблюдается рост по многим показателям. Отмечены спортивные и культурные достижения, увеличиваются доходы и поступления в бюджет. Муниципалитет признали лучшим в номинации «Устойчивое экономическое развитие». Мужчины-главы всегда говорят о том, что к вам подход явно другой. Но нет, я скажу сразу, что Радик Фаридович Хабиров, он относится ко всем одинаково. Нет поблажек мужчинам, женщинам или главам. Но мы знаем, что у женщин есть упорство, которое преодолеет очень большие преграды и будет идти вперед. Именно за такие качества и хорошие результаты работы в первую очередь ценятся руководители. Главное, чтобы человек был нацелен на успех. И здесь неважно, мужчина ты или женщина. В Башкортостане уж точно на пол не смотрят. У руля районных администраций стоят 6 представительниц прекрасного пола. Руслан Таргареев, Артур Ханов, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Реки Башкортостана могут скрыться почти на неделю раньше срока. Об этом сообщает Росгидромет. Чтобы избежать подтопления, специалисты проводят профилактические работы. С мест, которые находятся в зоне риска, вывозится снег, идет чернение льда. На случай необходимости подготовлены пункты для временного размещения жителей. Готовность номер 1 на водохранилищах, а спасатели тем временем принимают участие во всероссийских учениях. Тему продолжит Анастасия Чебаева. Сохраните спокойствие, передайте полученную информацию родственникам и соседям, помогите инвалидам и пожилым людям. Резкий подъем реки Юрмаш. Потоплены 7 садовых товариществ. В зоне риска более 1000 участков. К счастью, это только легенда, но уже не раз река и в самом деле угрожала жителям. На помощь брошены все силы. Спасатели рассредоточены. Совместно с Горзеленхозом специалисты устраняют ледовый затор.
Прохождение льда осложняет упавшие в русло реки деревья, но и с этим удается справиться. Тем временем вода настигает садовые участки. Экстренная эвакуация необходима более 40 жителям, среди которых маленькие дети. Сейчас повезем временный пункт размещения, там вас накормим, напоим. Спасатели управления гражданской защиты не оставляют в беде даже перепуганную кошку, у которой непонятно, что же творится вокруг. Проводим практические мероприятия в рамках всероссийского командно-штабных учений на всей территории Российской Федерации. Мы знаем, где у нас предварительно, возможно, с первых таяний снега начнется подтопление. Поэтому мы на всей территории республики проводим такие учения, смотрим готовность техники, все силы, средств, именно готовность к встрече паводка. Мы должны довести в первую очередь до населения. Для этого специалисты проводят профилактические рейды, объясняют, как вести себя в случае потопления. Задействованы все: МЧС, Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям, УГЗ, полиция, администрации муниципалитетов. Согласно прогнозам, ожидается ранний паводок. В этом году смещается. Сейчас стоит мороз, но буквально уже завтра-послезавтра выходим на плюс, на постоянный плюс. Поэтому заблаговременно готовимся. Жителям рекомендуют также заранее задуматься о своей безопасности и сохранности имущества. Подготовка идет и на водохранилищах республики. Максимальный уровень Павловского водохранилища составляет 140 метров. На данный момент уровень 132 метра и 71 сантиметр. Метки относительно уровня моря, но к началу половодья нужно освободить место под весенние воды. Поэтому ежесуточно идет сброс воды. Павловское водохранилище – это не какой-то резервуар, а извилистое русло длиной в 150 километров, которое в районе гидроэлектростанции перегорожено плотиной. И здесь как раз и происходит водосброс, которым и контролируется уровень. Задание до 1 числа достигнуть определенного уровня водохранилища. Для этого каждый день закладываем нагрузку. Идет сработка по 10, по 11 сантиметров в среднем в сутки. Поэтому и бурных потоков пока не видно. Но благодаря этим, казалось бы, небольшим сбросам к концу месяца уровень водохранилища снизится более чем на 1,5 метра. Весеннее половодье – это период, к которому готовится все остальное время. А самая большая нагрузка на сотрудников приходится как раз перед таянием снега. Потому что к паводку мы должны закончить все ремонты на оборудовании, чтобы во время паводка при максимальных нагрузках все это оборудование выдерживало. Управление. Итак, время 15:03 на Павловской ГЭС. Проверено отключенное положение выключателя ВВЛ ТЭЦ-3. Ни одной свободной минуты. Ремонтные работы идут полным ходом. Павловская ГЭС выполняет две основные функции. Это защита от паводков и выработка электроэнергии. Аварийный резерв энергосистемы в случае, если, не дай бог, когда происходит полное погашение, именно от Павловской гидроэлектростанции начинается обеспечение электроэнергии других тепловых станций, в целом энергосистемы республики, и уже разворот и обеспечение электроснабжением потребителей. Сейчас идет ремонт гидроагрегатов, основного оборудования Павловской ГЭС. Здесь щеточно-контактный аппарат, и над этими щитами находится гидрогенератор. То есть, соответственно, подается ток, и гидрогенератор вырабатывает электроэнергию. То есть, если бы не было гидрогенератора, выработка электроэнергии потенциально бы не производилась. Мощь водного потока преобразует в электричество. Казалось бы, большой объем воды на руку энергетикам, но все полезно в меру. Если таяние будет слишком быстрым, поток не успеет прогнать через механизм, и сбрасывать придется в холостую. По рассмотрению прогнозов в бассейне реки Белой достаточно большое количество снежной массы, это где-то порядка 120-140% от нормы. Поэтому ожидаем большую воду, в принципе, как всегда, готовимся к ней. Росгидромет уже сообщил, что реки в республике могут вскрыться почти на неделю раньше срока. При этом максимальный уровень весеннего половодья на Белой и реках ее бассейна ожидается в пределах нормы, но проблемы могут создать ледовые заторы. Для мониторинга ситуации задействуют вертолет и беспилотную авиацию. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов, Булат Закирьянов. Итоги недели. Ради Хабиров подписал распоряжение об утверждении нового 5-летнего плана по противодействию коррупции. В нем обозначены конкретные мероприятия, а также распределена ответственность между республиканскими ведомствами, муниципалитетами и подведомственными учреждениями.
Системное противодействие и бескомпромиссность борьбы с коррупцией в Башкортостане постоянно отмечается и со стороны общественности. Республика занимает 11 место в первом антикоррупционном рейтинге регионов России в условиях СВО Центра политической информации. Федеральные эксперты высоко оценивают опыт борьбы с коррупцией в регионе и последовательную антикоррупционную деятельность руководителя региона Радия Хабирова. Не так давно Центр политической информации презентовал антикоррупционный рейтинг, где оценил активность глав регионов, руководства регионов в борьбе с коррупцией. И вот недавно был принят 5-летний план Республики Башкирия Радием Хабировым, который очень подробно и эффективно расписал эту самую борьбу. И я считаю, это очень хороший ответ на то предложение гражданского общества, которое было сформулировано фактически в этом докладе. И эта обратная связь, она, честно говоря, дорогого стоит. Подобные распоряжения издаются во всех субъектах Российской Федерации. Они принимаются во исполнение федерального закона о противодействии коррупции. Так, в Республике Башкортостан ранее действовало аналогичное распоряжение главы республики от 2021 года. В новом документе определен план мероприятий по противодействию коррупции, а также государственные органы, ответственные за их проведение. Уже третью неделю продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Многие отдыхающие до сих пор не могут вернуться домой. В подвешенном состоянии оказались не только люди на курортах Эмиратов, но и те, кто использовал Арабскую Республику как пересадочный пункт. Наш следующий репортаж полностью отснял один из таких туристов, которому пришлось проделать долгий путь на родину. Полная хронология путешествия одного человека в следующем репортаже. Леонид Егоров из Уфы отправился на остров Лангкави в Малайзии с пересадкой в Шардже еще 23 февраля. Путешествие оплатил год назад, тогда ничего не предвещало беды. Да и в день выезда на Ближнем Востоке все было спокойно. Спустя несколько дней на райском острове в Юго-Восточной Азии стало понятно, тем же путем домой уже не выбраться. К сожалению, сразу стало понятно, что мы здесь будем предоставлены сами себе, потому что 50 тысяч наших туристов, по оценкам, сейчас находятся на Ближнем Востоке, именно им нужна помощь, а те, кто находится в зоне транзита, те транзитные пассажиры, они будут добираться сами. Авиакомпании не возвращали средства за отмененные рейсы, а зачисляли их на депозитные счета. Воспользоваться деньгами можно было только для будущих перелетов, но не сейчас, когда билеты нужны срочно. При этом ситуация хуже у тех, кто только собирается лететь с пересадкой через Арабские Эмираты сюда, либо в любую другую южноазиатскую страну. Например, мы знаем случаи, где люди должны вылететь 22 марта, авиакомпания «Этихад», и если отменить билет сейчас, то тебе вернут только 10% стоимости. То есть ты никуда не полетел и 90% своих денег потерял. Вместе с супругой и турагентом Леонид нашел альтернативный вариант возвращения через Куала-Лумпур, Пекин и Иркутск. Спустя сутки билеты на рейсы выросли уже на 20 тысяч рублей. Отпуск незапланированно пришлось продлить на неделю. Ближайшие доступные вылеты были только на 11 марта. За счет депозита в своем отеле Леонид переселился в другой, подешевле. Итак, мы выселились из нашего отеля, едем в мотель попроще, в котором мы проживем еще 5 дней. Посмотрим, что у нас там будет интересного. Вопрос с дешевым питанием на острове решался просто. Утром заварная лапша, вечером поход на ночной рынок, где прямо при клиентах готовили недорогие блюда. Так прошли оставшиеся дни продленного отпуска. Вот, например, порция лапши стоит примерно 180 рублей, а вот такой огромный стакан сока где-то 70-80. Финальное испытание поджидало перед посадкой в самолет. Дешевые билеты домой были только с ручной кладью. Багаж нужно было оставить в Малайзии, а все вещи поместить в рюкзаки. Потому что мы купили билеты только с ручной кладью. Удивительно, но мы смогли впихнуть все в эти 2 сумки. Поехали. 11 марта Леонид выдвинулся в путь с острова Лангкави в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Оттуда ночным рейсом в Пекин, далее на Байкал в Иркутск. И уже после домой в Уфу. И это лишь одна из тысяч историй. Больше суток в пути, наконец-то я на родной земле. То, что я устал, это значит ничего не сказать. Очень сильно хочется спать, чем я, наверное, сейчас и займусь. Артур Шамсудинов и Марсель Зарипов. Итоги недели. Радий Хабиров пообещал ветерану Великой Отечественной построить в селе Дом культуры. Во время поездки в Стерлитамакский район глава региона поздравил с 99-летием единственного в муниципалитете фронтовика и, конечно, не смог отказать в просьбе. Об этом и других новостях короткой строкой расскажет мой коллега Эмиль Басареев.
Глава Башкортостана пообещал выполнить просьбу ветерана Великой Отечественной Габдрашита Аглиуллина. Во время рабочей поездки в Стерлитамакский район Ради Хабиров зашел в гости к фронтовику, чтобы поздравить его с 99-м днем рождения и вручить орден генерала Шеймуратова. Габдрашит Аглиуллин попросил помощи в строительстве нового сельского клуба. Глава региона эту идею поддержал, пообещав заложить фундамент СДК к столетию ветерана. Башкортостан вошел в финал конкурса «Столица финансовой культуры-2026». Диплом представителям республики вручили глава Минфина страны Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Башкортостан презентовал медиапроект «Дело в деньгах». Эксперты в прямом эфире объясняют зрителям, как избежать долгов, накопить денежные средства и защитить себя от мошенников. Проект из Башкортостана получил награду правительства России. Фестиваль «Туриада Юрезань» для людей с инвалидностью проходит в Салаватском районе уже 13 лет. Соревнования проходят на 4 разных дистанциях, в том числе и для колясочников. В прошлом году впервые выступили команды ветеранов СВО. Уфа вошла в рейтинг городов с самыми большими объемами строящегося жилья. По данным РИА Новости, в столице Башкортостана на начало 2026 года строится 2 квадратных метра на душу населения. Это 20-й результат среди 100 городов и первое место в Приволжском федеральном округе. В Башкортостане в 2026 году отремонтируют почти 200 километров дорог и 15 мостов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Продолжится работа по привлечению федерального финансирования на строительство южного обхода Уфы и моста через Белую в Кузнецовском затоне. Приведут в порядок 120 километров фонящих дорог и подъезды к садовым товариществам. В Нуримановском районе прошел 5-й юбилейный зимний рыбатлон. Он собрал более 60 команд со всей республики. Регламент таков. Рыбак ловит 2 рыбы, фиксирует улов, эстафета переходит лыжнику, который бежит 2 круга по 1,5 километра и снова передает ход рыбаку. Участвовали и дети, и возрастные любители зимней ловли. От грядущего половодья до реконструкции улиц и изменений в культурной жизни региона, а заодно о том, как проходила борьба с зимней стихией и ее последствиями. Все это прямо сейчас в авторской рубрике моего коллеги Руслана Шарафудинова «Между нами», в которой он расскажет о ключевых событиях в контексте своего мировосприятия. У меня на этом все. До встречи в эфире. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Запахло весной, но метелям пока не отбой. Те, кто еще в декабре прошлого года жаловался на мало снега в Башкирии, уже взяли свои слова обратно. Осадки бьют все новые рекорды. Снега навалило по самое не могу. Прогнозы на раннюю весну и половодье тревожные. Вода обещает быть реально большой. Ну а пока на минувшей неделе в Уфе случился транспортный коллапс. Пробки в 10 баллов по банальной зимней причине – снег. Многие уфимцы почувствовали себя москвичами. В смысле, добирались утром до работы больше 2 часов. Как к снегопаду не готовься, для уфимских коммунальщиков это всегда происходит вероломно, внезапно и без объявления войны. Между нами, для объективности, с каждым годом дела с уборкой снега в Уфе улучшаются. Тем не менее, каждый раз после снегопада в городе оврал, и мы все по колено в этой снежной каше и на улицах, и во дворах. Уже после очередного снегопредставления и самой короткой в своей истории оперативки мэрия Уфы выгнала всех муниципальных служащих на улицу и вручила каждому по лопате. И понеслись парадным маршем по официальным пабликам фотоотчеты, как они героически борются со снегом. Как в старой армейской поговорке, 2 солдата и лопата заменяют экскаватор. Нет, друзья, не заменяют. Это больше похоже на показуху и имитацию бурной деятельности. Как по мне, так лучше смотреть в корень проблемы. И не просто смотреть, а решать. Например, наконец принять необходимые реальные меры для обеспечения специальной коммунальной техники людьми, в смысле механизаторами и водителями, хотя бы на зимний сезон. Друзья, у каждой проблемы, дорожной ямы, сугроба или грязной улицы есть свой уровень ответственности, а также фамилия и должность, в данном случае муниципальная.
Между нами после работы на районной земле не страшны ни огонь, ни вода, ни снег, ни столичные медные трубы. И достойные муниципальные кадры регулярно пополняют управленческую команду республики. На этой неделе Ради Хабиров определился с главным по культуре и лично приехал в Татышлинский район объявить о своем кадровом решении. Пока следствие разбирается с претензиями Амине Шафиковой, культурными делами займется Фанур Шейх-Исламов, который последние 5 лет возглавлял Татышлинский район, родину Хании Фархи и Салавата Фатхетдинова. За плечами у него солидный управленческий опыт и на муниципальном, и на региональном уровне. Важная деталь. Когда зал Татышлинского ДК провожал в Уфу своего руководителя, многие не скрывали слез. Да и сам он расчувствовался. Это хороший знак. В такой деликатной истории, как сфера культуры, эмпатия начальника очень важна. Впервые за многие годы исполняющий обязанности министра культуры не певец, не музыкант и не библиотекарь. И на первый взгляд далек от творческой сферы. Почему выбран именно такой управленец, спросите вы? Потому что именно сегодня для стабилизации ситуации в такой большой и разноплановой отрасли, как Минкульт, нужна фигура, равноудаленная от всех творческих цехов – театрального, музыкального, киношного или музейного. На самом деле кадровое решение простое и элегантное, как рояль. Чтобы прекратить какофонию звуков и склоку муз, надо перевернуть партитуру. Сложно сегодня творческим людям соблюдать формальности наших конкурсных процедур и ориентироваться в лабиринтах законодательства. Поэтому настала, видимо, пора поверить гармонию, алгеброю цифр. Так что пожелаем Фануру Шейх-Исламову удачи в этом между нами непростом деле. Очень хочется гармонии в еще одном важном деле – реконструкции многострадальной улицы Октябрьской революции в Уфе. Сильно ее там недостает, этой урбанистической гармонии. Городская власть в очередной раз анонсировала преображение этой территории культурного наследия. Обещала, что асфальт от Цурюпы до Воробского появится весной. Частично обустроят тротуары, дома подключат к коммуникациям. Конец цитаты, как говорится. Планы прекрасные. Пока что состояние улицы Октябрьской революции, реконструкция которой началась еще несколько лет назад, удручающая, честно говоря. Ремонт бодро начали, строители-дорожники все раскурочили, было много анонсов и авансов, но муниципальные власти явно не рассчитали свои силы и возможности. И как немой упрек такого наскока на авось, уже пару лет из развороченных обочин торчат только башни колодцев Шамбо. Старинные дома стремительно разрушаются и стали пристанищем антисоциальных элементов. Никаких ремонтных телодвижений на участке от Цурюпа до Воробского не наблюдается уже минимум как 2 года. Поматросили и бросили, грустно шутят старожилы. И ничего, кроме глубокой печали, нынешний вид любимой исторической улицы у коренных уфимцев не вызывает. В чем нет сомнений, так это в том, что весной на улице Октябрьской революции появится асфальт. Конечно, появится. Снег сойдет, и он обязательно появится. Вопрос, какой асфальт? Поживем, увидим. Наша жизнь, она ведь как снег. Надо его регулярно грести, чтобы тебя не засыпало с головой. Только вроде откопался, а его к утру снова навалило. Только вроде решил проблему, а тебе жизнь еще 10 подкидывает. И так по кругу. А снег, что снег? Он не знал и падал. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.